Все они поступили с почти одинаковой симптоматикой. Ситуация вынуждает бить тревогу, констатируют врачи Назрановской районной больницы. Все, кто попали в отделение с тяжелым поражением легких, не защитились от ковида вовремя и не сделали прививку. Отступать ковид явно не собирается, подтверждают врачи. Ежедневно увеличиваются поступления в инфекционные отделения. Так, в Назрановскую районную больницу только за последние сутки поступило 15 больных. Для сравнения с летним периодом это втрое больше. Сейчас на стационарном лечении НГБ находятся 146 человек. Подключенных к ИВЛ немало. В последнее время все-таки можно отметить, что наблюдается прирост заболевания. Сама болезнь, она прогрессивно уже в тяжелом состоянии поступают больные. И уже нуждаются в предупреждении цитокинового шторма, уже нуждаются в определении иммунобиологической терапии. Если раньше в этом они нуждались мало, то сейчас это из-за тяжести состояния больше тяжелых больных. Вирус мутирует, предупреждают медики, и нужно укреплять иммунитет, а самый действенный способ – вакцинация. Вакцинированные люди в такой тяжелой форме не переносят заболевания. Видимо, все-таки вакцинация играет роль в лучшую сторону, что все-таки вакцинированные больные у нас в реанимацию не попадают. Проведенный медиками опрос больных показал, их поступлению сюда предшествовало посещение траурных мероприятий и свадебных торжеств. Пора бы отказаться от длительного нахождения в местах общего скопления людей. Ковид приобрел более коварную форму, предупреждают врачи. По тяжести состояния больной себя вроде чувствует неплохо, а локальные изменения в легких, процент поражения легких усиленно, и в этом определяет КТ поражения больше 50%, больше всего с большим поражением легких. Если ранее отмечалось, что в зоне риска пациенты старше 65 лет, то сейчас ковид не щадит никого. Если в начале пандемии мы отмечали взрослое население, сейчас у нас и молодежь. И даже, можно сказать, молодежь больше, чем пожилые. Болеют, да. По словам врачей, многие тяжелобольные пациенты, как правило, начинают заниматься самолечением, игнорируя все призывы медиков. Результат – запущенное состояние и затяжное лечение. Врачи предупреждают, при первых симптомах ковида обращайтесь к специалистам. Не стоит рисковать своим здоровьем. Адам Мережков, Мухаммад Белакиев. Новости 24.